Наш эфир продолжит выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И вот главные темы выпуска. На ледовых переправах в республике начинаются работы по снижению допустимой грузоподъемности транспорта. В Якутии утверждены сроки охоты на животных. Расскажем обо всех изменениях. Стали известны первые имена финалистов чемпионата по кикбоксингу К1. В связи с погодными условиями на ледовых переправах начинаются работы по снижению допустимой грузоподъемности. На сегодняшний день всего эксплуатируется 49 ледовых переправ, 2 переправы закрыты. С сегодняшнего дня допущено снижение грузоподъемности на ледовых переправах Верхневилюйск-Хоро, Нюрба-Кюндядя, Устье-Сунтар, Крестях-Мирный, Хандыга-Мегиналдан до 30 тонн. Помимо этого Вилюйск-Жиганск до 20 тонн. А что касается переправы Якутск-Нижний Бестях, то сегодня комиссия в составе сотрудников МЧС и Управления автомобильных дорог Вилюй осмотрели ледовый автозимник. В ходе мониторинга было осмотрено состояние льда и подъездные пути. Напоминаю, ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях была открыта в прошлом году 30 октября. В Алекминском районе завершила свою работу расширенная межведомственная группа. Проверили готовность к весеннему половодью и пожароопасному периоду. Все подробности у Елены Фаст. В течение 2 дней в Алекминском районе работала большая группа, прибывшая с целью проверки готовности к безопасному пропуску паводковых вод и по предупреждению лесных пожаров на территории района. Межведомственная рабочая группа МЧС Республики Саха-Якутия в составе представителей Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия и Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. И плюс заинтересованные министерства, ведомства. Рабочая поездка проводится в преддверии паводково-опасного и пожароопасного периодов. Буквально с вертолета совещание, которое открылось необычно. Были награждены алекминчане, которые оказали неоценимую помощь при тушении 2 крупных пожаров в городе. Далее по плотному графику плана была заслушана информация служб о готовности, а также приблизительный прогноз. Толщина льда по состоянию на 31 марта текущего года в пределах Алекминского района на участке матча Алекминск-Солянка составляет от 80 до 100 сантиметров. У гидропостации «Нектар» 130 сантиметров, что на 10-15 сантиметров ниже средних многолетних значений. Толщина льда отмечается выше значений прошлого года на 5-10 сантиметров, у гидропостации «Нектар» до 30 сантиметров. По итогам работы и проверки готовности всех служб выдан акт. В целом отмечено, что район достаточно хорошо подготовлен к весеннему периоду. По итогам проверки составлен соответствующий акт, согласно которого Алекминское звено территориальной подсистемы через РСЧС к безаварийному пропуску вешних вод и пожароопасному сезону готовы. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Якутии утверждены сроки охоты на животных. Появилась возможность передвигать сроки охоты на турпана с 29 мая по 4 июня с общей продолжительностью не более 4 дней. Срок охоты на все полувозрастные группы лося начинается с 15 сентября и продлится по 25 декабря. Увеличился осенне-зимний срок охоты на бурого медведя с 1 августа по 31 декабря, то есть увеличилась возможность охоты на берлоге. Сократились сроки охоты на дикого северного оленя с 1 августа текущего года по 31 января следующего года. Появилась возможность охоты весной на селезней уток до 30 дней, при условии, что охота осуществляется с подсадной уткой. Есть большое нововведение, да, которое в правилах охоты. Это охота с живой подсадной манной уткой. Не менее 30 дней они установлены у нас в республике, в центральных южных заречных районах с 21 апреля по 20 мая. В Вилюйской группе районов, в Горном Кобяйском районе 24 апреля по 23 мая. Для охоты с живой подсадной уткой охотник подает заявление на получение разрешения, и охота разрешается на одну подсадную утку не более 3 охотников.
В рамках национальных проектов образования и культура по республике строится много объектов. Заместитель председателя правительства республики Сергей Местников посетил Намский улус для осмотра социальных объектов. Рабочий визит начался с села Хамагатта, где делегация ознакомилась с ходом строительства школы на 240 мест с интернатом на 50 мест. На данный момент строительство идет полным ходом. Школу планируют сдать уже в текущем году. Также делегация посетила строящийся детский сад, расположенный в центре поселка. Строительство детского сада вошло в перечень объектов капитального строительства, финансируемых в рамках государственной программы республики развития образования Республики Саха-Якутия на 2020-2024 годы. Основной строительный объем должен быть выполнен в текущем году. Есть определенные вопросы, связанные со строительством пожарной емкости. Мы это обсудили, и в ближайшее время будет выработано решение по решению этого вопроса. Ввод эксплуатации этих объектов, значимых для не только Намского района, но и в целом для всей республики, даст мощный толчок развитию в целом культуры, образования и является подтверждением системной работы республики и администрации района в социально-экономическом развитии республики. В Татинском районе состоялась расширенная выездная коллегия Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии. Члены коллегии посетили котельную «Олимпийский», к которой подключены более 200 частных домов. Печи отапливаются вручную. За сутки в зимний период кочегары вбрасывают до 35 тонн каменного угля. Работники Татинского филиала высказались по поводу механизации данной котельной. День завершился заседанием коллегии, где рассмотрели такие вопросы, как подключение частного сектора, обеспечение чистой водой и обращение с твердыми коммунальными отходами. Безусловно, те вопросы в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, которые первостепенно ставятся населением по всей республике, во всех муниципальных образованиях практически. И мы думаем, что по итогам нашей выездной коллегии будут определены решения коллегии, которые во всяком случае должны улучшить жизнь населения в республике. В селе Жемкон Вилюйского улуса состоялся первый республиканский конкурс среди молодых учителей начальных классов, посвященный 125-летию видного политического деятеля Степана Филипповича Гоголева. Подробнее в материале наших коллег далее. «Моя профессия и светлое будущее». Под таким девизом прошел первый республиканский конкурс среди молодых учителей начальных классов. Всего в конкурсе приняло 14 участников с разных районов республики. Для молодых учителей это очень большой стимул для саморазвития, самосовершенствования. Если сказать, конкурсантов работают только первый год или второй год. И самый опытный педагог – это всего 3 года работы. В течение 2 дней молодые учителя провели учебные занятия, мастер-классы, выставку портфолио и презентации о своей трудовой деятельности. Я приехала с Алекминского района. Нас, участников с Алекминского района, 2. В школе я работаю 1-й год. У меня первоклассники. И насчет конкурса у нас очень насыщенная программа, чтобы набраться опыта, приехать сюда. И тоже, чтобы познакомиться с конкурсантами, потому что это республиканский, и все приехали с разных улусов. Целью проведенного конкурса было создание условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогов, а также активного профессионального отношения к выбранной профессии. Но по словам организаторов, конкурс среди молодых учителей начальных классов будет продолжаться ежегодно. Анна Васильева, Иннокентий Колесов, Вилюйск. Первый в республике киноархив, Национальный центр аудиовизуального наследия народов республики имени Ивана Жараева, отмечает 25-летие своего создания. За 25 лет фонд «Центр» собрал более 36 тысяч единиц учета новейшей истории Якутии, содержащих факты, явления, события общественно-политической, экономической, культурной жизни народов Якутии, начиная с 1924 года. Кроме сбора и приема материалов, Центр ведет постоянное инициативное архивирование. Это видеосъемки самых значимых событий современной истории, науки и культуры, жизни замечательных людей, событий международного масштаба. Ведется постоянная работа с улусными архивами, различными организациями по постановке на госучет в фонд Центра кино-видеоматериалов, отражающих их работу. Наша задача на сегодняшний день, конечно же,
более усиленно вести работу по техническому оснащению предприятия, так, по, так сказать, стандартам, мировым стандартам. Так. И, конечно же, вот наращивать наш архив, навести там должный, так сказать, порядок, систематизацию, электронный каталог и так далее. Это все то, что сегодня требуется для того, чтобы качество и приумножение вот этого уникального наследия, оно было, шло в ногу со временем. Коллектив очень творческий, высокопрофессиональный, исключительно преданный своему делу. Благодаря вот этим качествам, я думаю, что будущее у данного предприятия очень будет хорошее. Стали известны первые имена финалистов чемпионата по кикбоксингу К1. Сегодня в спорткомплексе «Триумф» проходят финальные бои чемпионата для юношей 15-16 лет и юниоров от 17-18 лет, а также полуфинальные поединки старшей группы от 18 и старше. Участие в поединках принимают более 380 сильнейших кикбоксеров из порядка 40 регионов России. Единогласным решением судьи якутский кикбоксер Никита Квач одержал победу над дагестанским бойцом. Таким образом, Никита стал первым из сборной республики обладателем золотой медали первенства России среди юношей. В полуфинале встретились два бойца из Якутии, Петр Васильев и Иван Захаров. Несмотря на то, что оба бойца представляют одну республику, они показали яркий поединок. В итоге победителем стал Петр Васильев. Тимофей Сивцев одержал победу над бойцом из Чечни, а лидер якутской сборной Денис Андреев также с помощью серьезного багажа приемов вышел победителем. Теперь у них есть шанс сразиться за золотую медаль в финале чемпионата, который пройдет уже завтра, 10 апреля. К1 – это один из самых жестких разделов, в том числе и как в целом вид единоборств, в котором разрешены, в отличие от других разделов, удары коленями, а также удары руками с развороту тыльной стороной ладони. Это называется удар бэкфист. Гости очень довольны. И сегодня у нас полуфинальные, финальные поединки. Завтра финальные поединки и гала-финалы. А я напоминаю, что прямые трансляции вы можете посмотреть на телеканале «Мамонт», а также на YouTube-канале НВК «Сахан» и в мобильном приложении телекомпании во вкладке «Мамонт». На этом выпуск завершен. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. До встречи в эфире.